Всем добрый день, меня зовут Гоголев Роман. Пожалуй, сниму маску. Носите маски обязательно. Сегодня я снял только для выступления. Ничего еще не прошло, и поэтому нам предстоит еще пройти все, что сейчас происходит в мире. Берегите себя и родных и носите маски. Это очень простая вещь. Социальную ответственность никто не отменял. Вы слушаете, я буду вам сегодня рассказывать вторую часть нашей истории, которая касается такого проекта, очень перспективного. Называется «Цифровой двойник Якутска». Суть цифрового двойника очень достаточно простая. У нас есть, скажем, некий объект. Мы не усложняем, мы не говорим, что это некий биологический объект, то есть это не что иное, не жилое, но это может быть инженерная система, может быть некий механизм или устройство. Но при этом на него всегда подвергается различным влияниям, которые у нас есть. Это физические какие-то нагрузки, какие-то химические процессы. И самое главное, не забываем, что еще влияет на него, собственно говоря, сам человек. Притом, все эти объекты происходят, и мы, в принципе, не понимаем. У нас есть аналоговые датчики, которые нам позволяют снимать какие-то данные, и нам дается представление уже в физическом мире. Ну, то есть, грубо говоря, мы посмотрели, ага, давление увеличилось, ага, у нас там температура повысилась и так далее. Что происходит в случае с цифровым двойником? Во-первых, это создается абсолютно идентичная цифровая модель, параметрическая, но которая содержит в себе определенную информацию. Во-первых, это носит значение по геометрии, полностью повторяет геометрию нашего реального объекта, полностью повторяет все его материалы, то есть материалы и все прочее, это у нас одно и то же. Но при этом, что у нас добавляется? Мы будем знать, что произойдет с этим объектом, если мы будем подвергать каким-то испытаниям и так далее. С цифровым же двойником мы, скажем, проектируем новый автомобиль. Или же у нас это было с нашим 3D-сканером. Мы сделали несколько образцов, в итоге мы сделали лишь несколько прототипов, и то только для демо-версии, как это работает и так далее. В сути, мы можем здесь провести только определенное количество испытаний, при этом каждый раз у нас растет расход, то есть расход у нас всегда растет. Финансовый, материалов, всего прочего. В случае с цифровым двойником мы можем проводить бесконечное количество испытаний, можем создавать предиктивную модель и понимать, что произойдет. Соответственно, мы можем знать, в случае, если у нас цифровой двойник, мы можем видеть, как наши действия в реальной жизни повлияют, собственно говоря, на то, что будет с нашим физическим объектом, если мы увеличим количество вмешательства человека, или там будет какой-то природный катаклизм и так далее, все это будет зависеть от того, насколько мы, в принципе, хорошо проработаем нашу, так сказать, информационную модель и в виде цифрового двойника. Притом, разные есть свойства, если это привязка к прототипу, мы сможем связать их с помощью датчиков с реальным объектом и постоянно давать какой-то контроль. На этом этапе мы можем подключить человека, который дает и формирует некий контроль. У нас появляется наконец-то ощущение того, что мы можем управлять некой системой и можем предсказывать то, что нас ждет в скором будущем, если мы будем делать что. То есть мы отвечаем на главный вопрос. Цифровой двойник отвечает на самый главный вопрос. If. Если мы произведем какие-то изменения, отвечает также на вопрос how, то есть как мы это сделаем. Что будет, если мы будем применять то или иное, получается, движение, будем ли применять тот или иной материал, все это нам позволяет сделать на основе цифрового двойника. Это не простая математическая модель, В первую очередь, оно всегда имеет привязку к реальному физическому объекту. Мы можем делать бесконечное количество объектов, не понимая то, как это устроено. Задача же цифрового двойника гораздо плотная привязка между реальной моделью за счет либо датчиков, либо за счет определенных изменений специализированных приборов с реальным объектом. Теперь представьте, то же самое мы делаем с Якутском. Мы отвечаем на вопросы термометрии и будем понимать, отвечая на вопрос, а что будет, если вечная мерзлота растает? Что будет, если здание рухнет? Что будет, если здание накренится? И мы отвечаем на вопрос, как это исправить. Потому что мы проводим максимальную работу в таком понимании, как компьютерный инжиниринг, или же проводим инженерный анализ в чистом его виде, понимая, задавая механические нагрузки, температурные нагрузки, электрические нагрузки и так далее. И все это мы симулируем в зависимости от того,
как это будет находиться в той или иной среде. Так что, в принципе, так и работает наш цифровой двойник за счет того, что он снимает какие-то определенные данные. Это применяется в первую очередь для индустрии, но это применимо и, собственно говоря, разным сферам. Это может быть и медицина, это может быть и IT-сфера, это может быть абсолютно любая сфера. Мы применяем это в первую очередь для инженерных систем, потому как мы говорили ранее, все, что позволяет делать технологию информационного моделирования, называется, собственно говоря, одним из явлений цифрового двойника. Очень часто это применяется в современных автомобилях, электромобилях, потому что мозговой центр, собственно говоря, успевает снимать данные, и тем самым мы можем видеть модели, делать какие-то выводы о том, что у нас происходит. Грубо говоря, все датчики у нас наконец-то подключены в единое сообщество, и мы можем всегда знать, в первую очередь, что, во-первых, у нас когда изменится и когда откажет система, мы можем видеть, насколько, какое состояние. Грубо говоря, это как в компьютерной игре. То есть мы видим, что происходит с нашей техникой. Правое колесо там покрасилось немного желтым, и тем самым мы можем сделать какие-то выводы для себя. На самом деле в жизни, конечно, все это сложнее, гораздо сложнее, и гораздо затратнее человеческих ресурсов, и гораздо затратнее и множество, огромное количество электроники, но дело того своего стоит, в первую очередь, потому что показатели эффективности снижаются, расходы на техническое обслуживание на 25%, устранение аварий у нас производится до 70%, потому что, грубо говоря, мы понимаем, что где у нас что расшаталось, где у нас выходит срок обслуживания, где что у нас выходит какая-то та или иная модель. В итоге техника у нас служит максимально долго, равно как и здания, равно как и инженерные системы. Ну и самое главное, большое количество экземпляров установленного оборудования на единой информационной модели, как мы это делаем в цифровом двойнике, в скором времени позволит собрать абсолютно все данные, которые касаются не только термометрических датчиков, которые мы применяем, но еще и огромное количество иного рода датчиков, вплоть до того, что потребуется и то, что нужно будет для заказчика. На данный момент мы готовим и подготовили все технологии и готовы к рывку. Соответственно, на сегодняшний день при эксплуатации оборудования различают три основные стратегии управления. В первую очередь это техническое обслуживание уже по событию, то есть мы делаем это непосредственно сейчас, плановая предупредительная работа и обслуживание по фактическому состоянию. Что происходит, когда мы применяем цифровые двойники? Но не сложно догадаться. Это в первую очередь реактивное обслуживание и, самое главное, предупредительные ремонтные работы. Что бы ни происходило, мы будем знать заранее, что произойдет с нашей техникой, с нашей инженерной системой. Грубо говоря, установив в себя котельную, вы наконец-то сможете знать, что, собственно говоря, происходит и почему и на каком этапе у нас сломался котел. И тем самым не нужно будет выключать там всю сложную систему, будет достаточно знать, что через такое-то определенное количество времени оборудование выйдет из строя, в том числе и сам датчик. Как это предлагается применять на производство в индустрии? Мы уже работаем с дронами, мы уже работаем с различными RFID-датчиками, метками и иными системами, которые применяются. У нас есть проект костюма на работе на холоде, где основная его задача как раз-таки привязка к цифровым моделям, цифровым двойникам индустриальных объектов. То есть, грубо говоря, мы получаем все данные, которые касаются наших человеческих ресурсов. То есть будем понимать, что происходит, как происходит и так далее, и тем самым уже знать, что произойдет и как это произойдет. Это высший пилотаж, это один из самых, так сказать, больших вызовов, которые есть перед нами. Недаром в России все, что касается цифровых двойников компьютерного инжиниринга, входит один из основных вызовов Российской Федерации в национальной технологической инициативе. Далее. И само собой, это огромный big data, для этого требуются огромные качественные дата-центры. Мы отрабатываем этот момент, но насколько это возможно сейчас. По эффективности, в конечном итоге, по возврату инвестиционных средств это всегда выходит в районе 25%. Притом отклонение от реальной модели у нас всегда составляет не более 3%. То есть реальная картина это настолько облегчает жизнь для наших аналитических, так сказать, предиктивных моделей, которые отлично ложатся на классические бизнес-модели и на бизнес-аналитику, которые производят наши промышленники, либо производят наши компании. Делалось это, конечно, раньше вручную, и для этого требуется огромное количество компаний. Сейчас же для этого требуется ослаженная работа, и наш, в принципе, проект закрывает этот вопрос, и отпадает нужда в огромных аналитических компаниях. Само собой,
модели, приборы, что применяется, все это внедряется в единую экосистему. Перед вами здесь модель представлена, если применять SAP, то есть определенные есть уже готовые технические решения. Мы же предлагаем ряд таких моментов, потому что в первую очередь мы готовим уже для больших компаний и надеемся на то, что этот через проект цифрового двойника Якутска пройдет достаточно большое количество новых поколений инженеров, которые смогут отработать, наработать опыт и придут уже на производство с опытом. Как это мы применяли в нашей, так сказать, деятельности? Мы применяли это в металлоконструкциях, ставили датчики, смотрели уже нагрузки, которые уже у нас имеются фактически, и могли уже дать некий ответ, где какая нагрузка у нас предполагается и насколько эффективна конструкция, которая уже применяется. И также это применяется и в таких специфических вещах, как постройка и планирование карьеров. Это применяется, насколько в нашей памяти известно, это применяется всеми ведущими добывающими компаниями. Еще не раз мы проделывали моменты, мы отрабатывали с уже имеющимися контролями, привязывали его к существующей модели и выстраивали так, чтобы с помощью AED-технологий, то есть AED-контроллера, который поддерживает, собственно говоря, до 100 датчиков, мы сейчас на данный момент снимаем наши данные с наших помещений, которые мы расположены на данный момент в Северо-Восточном федеральном университете. Ну, как это представлено здесь на слайде. Само собой, все это дело ложится на систему на SCADA, то есть систему автоматизации и контроля и управления автоматизированной системой. То есть все наши инженерные системы проходят через единую диспетчерскую службу, грубо говоря, диспетчерский компьютер, который, собственно говоря, распределяется, и мы можем уже делать это все дело автоматизированно и достаточно быстро. То есть имеем полный контроль на руках, что, например, творится с трубами, что творится, например, с теплом, что творится с электричеством, что творится с любым производственным циклом, который нам необходим. Это применительно и производство. Скажем, есть у нас условный молочный завод, и, грубо говоря, мы будем уже рассматривать с помощью SCADA-систем, насколько у него идет производство налажено и насколько эффективно. Если возвращаясь к историям успеха BIM и цифровых двойников, надо обратиться к опыту всех компаний. Концепция Digital Twin является одной из самых передовых на данный момент в мире. Вся Европа, в принципе, и европейское производство, и российское производство нацелено на то, что цифровой двойник – это хорошее, так вам сказать, хорошее вложение для крупных индустриальных компаний, равно как и специалистов, которых влаживается, которые уже понимают концепцию цифрового двойника, на рынке у них качество только-только и растет. В случае, когда речь идет о BIM-технологиях, само собой, уже известно то, что за прорывом Китая и огромное количество строя, которые у них происходит, и производство, например, в Нюкур они начали вкладывать в 17 раз больше, они делают каким образом? Ну, как? За счет того, что у них есть хороший контроль и хороший результат. Мы же также нацелены на отличный результат и на фактическое, так сказать, применение всех наших разработок. И надеемся, что проект цифрового двойника Якутска станет для нас новой вехой в истории для самой республики, но и для самого города, и самое главное, для вас с нами и для будущих поколений, которые будут жить на территории города Якутска. Спасибо.